14 законопроектов успели рассмотреть чувашские депутаты на очередной 38-й сессии Государственного совета Чувашской Республики. Первым рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Госсовета Малякова Игоря Юрьевича. Одна из самых харизматичных персон нынешнего собрания идет на повышение. Отныне поэт, кандидат философских наук, будет заседать в Государственной Думе Российской Федерации. И первые заметки в СМИ Игорь Юрьевич уже заслужил, предложив транслировать заседание Думы в местах для размышлений, чем вызвал только приятный жизнерадостный смех спикера Госдумы Вячеслава Володина. А на заседании Государственного совета Чувашской Республики коллеги Игоря Юрьевича по партии предложили проголосовать против прекращения полномочий и не отпускать слугу народа в Москву. Да уж, такие люди нам самим нужны. Ну а из более серьезных, а такие бывают, вопросов можно выделить рассмотрение законопроекта о внесении изменений в статью 4 Закона Чувашской Республики о прожиточном минимуме. Проектом закона предлагается при снижении расчетной величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике и по основным социально-демографическим группам населения на очередной квартал устанавливать величину прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала. Цена на протяжении года на различные группы товаров меняется. Условно, летом, осенью, когда урожай собран, цена на некоторые продукты меньше, чем зимой. Однако в другие времена года она выше. И мысль сохранять уровень прожиточного минимума на одном уровне на протяжении всего года. Хорошая инициатива, разумная, понятная. Напомню, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года для трудоспособного населения составила 9875 рублей, для пенсионеров 7576 рублей, для детей 9254 рубля. Также стоит упоминание изменения в законе Чувашской Республики о выборах главы Чувашской Республики, где необходимый минимум подписей для участия в выборах будет составлять 0,5% голосов, это чуть менее чем 5000 подписей, а максимальная стоимость предвыборной кампании может повыситься до 100 миллионов рублей. Напомню еще раз, для трудоспособного населения 9875 рублей, для пенсионеров 7576 рублей, а для детей 9254 рубля. Антоний Николаев, Елена Блатцева, «Вокруг нас».